Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Нестабильность экономической ситуации в России стимулирует адаптацию к новой реальности. 13 января Егор Борисов провел совещание по вопросам деятельности Института управления при главе Республики Саха-Якутия и создания на его базе Высшей школы инновационного менеджмента. Сегодня наблюдается нехватка кадров с лидерскими качествами, творческими способностями и навыками стратегического мышления, заявил Илдархан. Можно ли этому научить? Спрашиваю я сейчас у ректора Института управления при главе Республики Саха. Если у этого человека есть определенный потенциал для того, чтобы занять определенную должность, то тогда уже просто над ним надо будет вести те программы, которые развивающие, то есть по тем позициям, которые необходимо его обучить. Пока рабочая группа в процессе рассмотрения разных вариантов и подходов подготовки менеджеров нового формата. Она создана, эта рабочая группа, рабочая комиссия сейчас? Сформирована, но, пока внесена на утверждение, на днях будет утвержден. Определен только руководитель этой рабочей группы, это Алексей Прокопьевич Дьячковский. Юрий Александрович, каковы предпосылки этого, наверное, можно сказать, поистине инновационного решения? Я, наверное, немножко скажу о том, что мы видим в экономике. Мы видим то, что наши, скажем, стандартные, если можно так выразиться, отрасли экономики на сегодня имеют место быть определенные проблемы в них. Соответственно, безусловно, это и ранее было ясно, что надо иметь альтернативные виды доходов в бюджет, доходов формирования самого населения, а это, безусловно, мало-среднее предпринимательство. С точки зрения ведомства, которое мы курируем, это еще и инновационное производство, скажем так. Федеральный закон дает определение термину «инновации». Это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт, товар, услуга или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Можно проще сказать даже, что это, скажем, решение стандартных проблем, а стандартные проблемы – это низкое поступление доходов в бюджет, ухудшение социальной жизни населения, но нестандартными несколько способами, то есть альтернативными видами. И здесь надо сказать следующее, что человек часто принимает решения, исходя из своего опыта, исходя из того, что кто чему его научил. И если он может думать, скажем так, несколько креативно, он из тяжелой ситуации выходит более правильно, более быстро и даже, может быть, с большей выгодой, или с меньшими потерями, что на самом деле немаловажно. И вот здесь посыл именно такой. Республика, правительство республики, глава республики очень часто, как мы видим, принимает решения, которые опережают несколько проблем, которые могут появиться. И вот такое решение с точки зрения в области образования высшей школы инновационного менеджмента, она, безусловно, правильна. То есть это говорит о том, что в рамках подготовки, точнее дополнительной подготовки наших кадров, а это люди, уже имеющие определенное базовое образование, определенный опыт работы, либо корпоративный, либо на службе отечественного, в государственной муниципальной службе, они имеют уже определенный образ, определенный метод, определенные какие-то навыки жизненные, практики жизненные, и научить их учиться, или научить их принимать решения несколько, скажем, креативно, если можно так выразиться, вот это на самом деле очень правильно. И вот Высшая школа инновационного менеджмента должна именно разработать такие учебные практики, которые позволяли бы руководителям, прошедшим это дополнительное образование, именно думать именно так. Но ведь все упирается в финансирование. Тут, безусловно, вы правы. В принципе, принятие решения о финансировании, оно будет подготовлено, я думаю, на тот момент, когда мы примем уже конкретные нормативные документы по этому поводу. Мы же будем иметь с вами концепцию, сформированную рабочей группой, в обозримом, вообще ближайшем будущем. И на основании этой концепции мы получим с вами задание, то есть госзадание этой высшей школы инновационного менеджмента. Из госзадания будет видно финансовые горизонты, которые нам необходимы.
Константин Афанасьевич, будут ли абитуриенты этого года поступать в новое учебное заведение? Это все будет зависеть от предусмотренных средств. И если будут предусмотрены соответствующие деньги, то тогда эти программы будут разработаны. Это непростые программы, и преподавательский состав, лекторский состав-то тоже будет, он другой. Он будет отличаться от того преподавательского состава, который сейчас обучает специалистов органов исполнительной власти, по тем программам, которые мы сейчас работаем. Илдархан говорил о том, чтобы и материально-техническая база, и имущественная база, она должна быть соответствующей. То есть будут стоять другие, скажем, планы. То есть для выполнения тех задач, которые ставятся на сегодня Илдарханом, да, она должна уже реализоваться с теми объемами, которые потребуются для выхода на другой уровень, на качественно другой уровень. Вот почему нужно будет его изменение и подачи материала. Это значит, появляются новые программы. Итак, проектные направления деятельности включают программы дополнительного профессионального образования в области инновационного менеджмента, корпоративное обучение, бизнес-образование, интеллектуальную площадку, дискуссионный клуб, форсайт-сессии, стратегические сессии. Эти программы будут способствовать, во-первых, обучению менеджеров нового поколения, способных самостоятельно создавать и реализовывать инвестиционные и инновационные проекты, и тем самым развивать экономику Республики Саха-Якутия. Во-вторых, обучению руководителей с целью обеспечения благоприятных условий для инновационной активности за счет последовательной ликвидации существующих административных барьеров и ограничений и активной поддержки технологического предпринимательства. Достижение перечисленных задач определяет миссию – содействие инновационному росту и повышению конкурентоспособности региональной экономики путем подготовки управленческих кадров для органов власти, предприятий, организаций, малого и среднего бизнеса и социальной сферы. Собственно, в России существуют учебные заведения с такими же или подобными направлениями деятельности, задачами, миссией. И это прежде всего Сколково. На самом деле ректор этого университета во всеуслышание сказал, что практически большая половина, а то и под 80%, это уже в процессе учебы состоявшиеся бизнесмены. Каким образом это опять же достигается? Это люди, вот эти студенты в процессе своей учебы, наверное, прежде всего, как мне кажется, да, они увидели ниши определенные в экономике или проблемные зоны, которые у нас на сегодня есть. Да? И мы же вот часто очень удивляемся тем людям, которые приходят в бизнес с определенной идеей, ее осуществляют, и часто очень каждый человек ловит на мысли, а чего ж я тогда такого не додумался, да? Как этому научить? Мыслить креативно, вести себя креативно. Ну, вот это действительно очень интересно и на самом деле востребовано. Часто же бывает, вот окончил, например, преподаватель, да, имеет специальность преподаватель там, русского языка, он поступает в госслужбу, да, то на основании у нас 79 ФЗ, это о государственной гражданской службе, то при поступлении он обязательно должен иметь соответствующее образование. То есть для того, чтобы поступить в госслужбу, он должен пройти переподготовку по государственному муниципальному управлению или просто по государственной гражданской службе. Только в этом случае госорган имеет право уже его принимать. Целевая аудитория, формируемой Высшей школы инновационного менеджмента, это резерв управленческих кадров, руководители, топ-менеджеры, а также инноваторы, то есть предприниматели, фермеры, бизнес-подвижники, которые могут обеспечить новые процессы в сельском хозяйстве, механизации, да мало ли в каких отраслях и регионах республики. У нас же довольно большая обширная территория, которая, каждый населенный пункт имеет свои нюансы. Стандартно используют классические методы роста, классические методы развития своих производств и движения своей экономики, роста своей экономики. Допустим, этого не получается. И это тоже область применения специалистов в ШИМа, однозначно. То есть, вот мне кажется, даже можно сделать такие вот в процессе работы, как мне вот думается, сделать вот такие выездные, кустовые какие-то, пич-сессии, допустим. У нас очень большая гвардия чиновников в местном самоуправлении. Это тоже огромное же поле на самом-то деле. Да? То есть если у нас на местах руководители, первые лица
будут иметь вот такое вот образование. То есть речь идет вообще о модернизации кадровой политики? Ну, так замахиваться пока страшно. Мы все-таки давайте еще ее, это можно будет подумать об этих словах ваших, безусловно, правильных на моменте определенной реализации. Но хотя направление действительно имеет место такое быть. Илдархан говорил о том, чтобы и кадровая политика была рассмотрена в этом. Это не только будет. Это мероприятие касается не только изменения одного образовательного учреждения. Это будет касаться всей кадровой политики. Кадровая политика, то есть системы работы в органах исполнительной власти, в кадровой политике Республики Саха-Якутия. Это сквозное изменение всей системы кадровой политики. Вот Илдархан именно хочет этого, чтобы была эффективная кадровая политика. А мы как там один сегмент, который по развитию подготовки кадров. Речь об этом. Но это будет касаться всей кадровой политики. Не затянется ли, на ваш взгляд, решение этого вопроса? Я бы так сказал, в том числе и о проделанной работе. Самое трудное всегда это определенное начало. Были приняты установочные определенные решения, дальше они должны были быть обдуманы. То есть имеется в виду посмотреть, какие направления у нас можно развивать, как их развивать, как это из себя должно выглядеть и так далее. То есть мы базовый выбрали институт, немаловажно. Мы приняли решение о его реорганизации. Сейчас в рамках концепции мы к этому подходим готовы сами. То есть та рабочая группа, которая сегодня работает, они уже напитаны определенным объемом информации, подготовлены вводные документы, базис определенный для того, чтобы сейчас это делать и довольно быстро. Новая экономика – это инновации, технологические нововведения, непосредственно питающие рост производительности и формирующие мощь страны на многие годы вперед. Она зависит от научных открытий, от университетских ученых и исследовательских лабораторий, в которых работают по 16 и более часов в день, в неустанных поисках и попытках понять мир, в котором мы живем. Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 года по экономике. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.